Сәлем достар. Сәлем достар. Қош келдіңіздер біздің YouTube каналға. Сіздермен бірге мен Амантұр Амангелдіұлы және Амантұр. Добрый день, уважаемые подписчики YouTube канала. Сегодня мы начинаем новый курс. Это составление уравнений и ее интерпретация. Уравнения играют ключевую роль в математике. При исследовании проблемы необходимо построить ее математическую модель. И уравнения это, математическая модель дается в виде уравнений. Постановка задачи. Есть два вида постановки задач. Первая постановка это типовая постановка задачи. Вторая это математическая постановка задачи. При типовой постановке задачи необходимо определить тип проблемы и задачи и ее основной закон. Например, при исследовании биологических систем, например, при исследовании организма человека, ее обмена веществ, внутренних процессов, используются кинетические уравнения, кинетические законы. И основной закон это закон действующих масс. Вот. Мы должны определить вот эти элементы. Далее мы переходим ко второй постановке задачи, это математической. При математической постановке задачи мы на основе вот этих законов определяем вид уравнения, это алгебраическое, дифференциальное и так далее. Далее мы определяем зависимость между входными и выходными переменными и их отношения. Поэтому вот постановка задачи очень важный этап в решении задач. Далее, что важнее и что сложнее, и какие особенности при постановке задач и ее решении задач. Да? Вот. Сначала идет постановка задач, потом решение. Постановка задач это очень важный этап, так как если мы неправильно поставили задачу, то есть неадекватным образом, то и решить ее бесполезно, так как мы можем прийти к неправильным результатам. При постановке задач какие принципы используются? Здесь особенность в том, что здесь неформальные задачи, неформальные методы используются. Все зависит от опыта исследователя, специалиста, от глубокого понимания проблемы этим специалистом и ее логического мышления. Далее при решении задач уже используются более формальные методы, то есть конкретные приемы. Это методы, например, Эйлера, Гаусса и так далее. Уже конкретно, автоматически уже мы будем выполнять. А постановка задачи это не автоматически, это неформальный этап. Поэтому я в этом моих уроках, в моем курсе я именно глубокое внимание уделяю именно постановке задачи. Далее, как мы можем убедиться, что поставили задачу правильно, адекватно? Здесь нужна интерпретация результатов. Интерпретация это объяснение, почему мы именно вот таким путем пошли и получили такие результаты, а не другим. Обычно используются графические способы интерпретации. Сегодняшний урок посвящен составлению уравнений и их интерпретации. План урока – это
Первый — теория, практика, технология и заключение. Какие термины используются? Здесь используются термины задача, постановка задачи, условия задачи, также математическая модель, уравнение и ее интерпретация, а также параметры, переменные, неизвестные и корни уравнения, а также методы их решения и алгоритмы. Что такое задача? Задача — это проблемная ситуация или задание. При решении любой задачи необходимо построить ее математическую модель. Математическая модель — это приближенное описание проблемной ситуации на математическом языке. То есть формулы, законы и так далее. Есть два этапа. На первом этапе ставится постановка задачи, на втором ее решение. Постановка задачи — это формальное описание условий задачи с помощью входных и выходных переменных. Здесь на этом рисунке показаны входная и выходная модель, вот, функциональная модель. Нам известны только входы и выходы, нужно определить вот зависимость их, x. И при постановке задач вот, мы должны описать y с помощью x. Дальше. Решение задачи — это порядок действий, направленных на достижение целей в рамках проблемной ситуации или задачи. Математическая модель. Разработка математической модели и ее решение вот, состоит из 4 этапов. Первый этап — это построение математической модели, то есть условия задачи. Далее метод решения, алгоритм и программа. Вот, только вот постановка задач вот, это только первый этап. Дальше вот 3 этапа это относится к решению задачи. Программа нам помогает автоматизировать этот процесс и в виде графиков и так далее. Программа обязательно необходима. Сейчас обязательно. Виды математических моделей. Есть два типа. Функциональная модель и структурная модель. Функциональные модели, я только что сказал, здесь входные и выходные переменные задаются, необходимо найти оператор или функцию. То есть модель черного ящика. Здесь примерами являются функциональных моделей. Это передачная функция, определение параметров передачной функции, определение параметров регрессионного уравнения и так далее. Это является автоматом без памяти. Это модель автомат без памяти. Здесь никакой памяти нет, не сохраняется. Вторая модель структурная, она более сложная и ближе к реалии. Здесь все состояния сохраняются в ячейках памяти, поэтому она запоминает. Здесь примером можно привести модель пространства состояний, то есть many input, many output. Это автомат с памятью. Наш мозг и так далее, все относится вот к этой модели. Даже каждая клетка в организме имеет свою память. Каждая клетка. Поэтому все биологические системы, они являются автоматами с памятью. Какие методы решения используются? Есть два вида методов: аналитические и экспериментальные методы. Аналитические методы — это методы в виде формул, да? Вот, с помощью законов алгебры и так далее. К ним относятся решение алгебраических уравнений, решение дифференциальных и логических и так далее уравнений. Это аналитическое решение. Далее экспериментальные методы. В технике для инженерных специалистов вот экспериментальные методы более важны, так как мы должны не только вот решить эту задачу и вот все написать просто. Мы должны убедиться в правильности решения с помощью вот проведения экспериментов в определенной лаборатории, в мастерской и так далее. Необходимы приборы, но этот метод более дорогостоящий и так далее.
необходимые приборы, средства автоматизации и так далее. К ним относятся определение параметров регрессионного уравнения, корреляционного и так далее, определение параметров передаточной функции и так далее. Сейчас, в данное время, вот тоже они используются, но если в руках нету определенного оборудования, спецоборудования, то мы будем пользоваться пакетами прикладных программ, то есть симуляционным моделированием, симуляцию. Мы делаем симуляцию. И они с помощью генератора случайных чисел вырабатывают разные законы и так далее. То есть эксперимент можно проводить в виртуальной лаборатории. Не только в физической, но и в виртуальной лаборатории. А аналитические методы, они только они без экспериментов. Уравнение — это основное ключевые термины в математике. Уравнением называется равенство вида следующего вида. Здесь f и g это числовые функции. Между ними ставится знак равенства. Уравнение оно будет выполняться только при равенстве, то есть при равенстве этих функций. Далее, решением уравнения является задача по нахождению таких значений аргументов, при которых это равенство достигается, то есть достигается тождество, выполняется. Аргументы заданных функций называются переменными или неизвестными. Вот эти неизвестные, x1, x2 и так далее. Значения неизвестных, при котором это равенство достигается, называется решением или корнями уравнения. Только вот если мы находим вот эти значения неизвестные, и они удовлетворяют условиям, то это является корнями уравнения. Виды уравнений — это алгебраическое, дифференциальное, интегральное, логическое и так далее, функциональное. Здесь уравнение аналогично почти равно математической модели, так как математическая модель описывается в виде уравнений. Здесь приведен закон Ома для участка цепи. Этот закон является уравнением, линейным уравнением. Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно сопротивлению. Георг Симон Ом нашел этот закон, эту зависимость экспериментальным путем. То есть он разные эксперименты делал, и вот в итоге он доказал, что именно этот закон описывает прохождение тока в электрической цепи. Составление уравнений по условию задачи — это определение математических зависимостей отношений между входными и выходными переменными. Вот наша основная проблема нашего урока, нашего курса — составление уравнений. Составление уравнений. Что нужно для этого? Нужно три основных принципа. Первый — это глубокое понимание смысла и условий задачи. Биологической, может быть экономической, может быть медицинской, технической и так далее. Мы должны понимать условия. Далее логическое мышление нужно. Здесь мы должны опираться на свою логику и здесь опыт, да? То есть не на конкретные при аналитических методах использования там уже все формулы известны, мы должны выучить и применять их. А здесь нету конкретного формального метода. Здесь мы сами должны догадаться, логически мыслить. Далее, алгоритм составления уравнений из 5 шагов состоит. Первое — это задается условие задачи. Второе и третье — описываемые переменные и параметры уравнения. Параметры — это постоянные свойства системы, а переменные — это состояние. Они изменяются. Да? Далее, определение связи между переменными и параметрами. Вот здесь основные связи. Как они связываются? Прямо пропорционально или обратно пропорционально? Нужен эксперимент.
Далее определение зависимости функции, то есть построение. После вот определения связи мы уже конкретно, подставляя корни, решения этого уравнения, мы получаем регрессионные уравнения, которые соответствуют вот этой, описывают этот закон. Порядок составления уравнений. Здесь описан порядок алгебраический для алгебраических уравнений. То есть здесь скорость считается постоянным. Момент перехода из одного режима в другой является мгновенным. То есть здесь дифференциального нету изменения быстрого. Уравнение движения, постоянная скорость и так далее. Графическая интерпретация. Основной вид интерпретации — это графическая. Графическая интерпретация более наглядная, более понятная и ближе к реалии. Да? Вот, например, здесь задано уравнение f от x равно g от x. Вот два уравнения они заданы, минус x в квадрате и x минус 2. Необходимо найти x, то есть решить это уравнение. Мы решаем с помощью графического метода. Вот здесь вот мы строим графики этих функций. Дальше определяем точки пересечения. Вот видно наглядно, да, вот А и точка Б. И эти точки являются корнями уравнений. Вот корни А — это точка минус 2, Б — это 1. Дальше вот координата. Я привел два примера алгебраического уравнения составления. Условия задачи. Два рабочих за смену произвели 72 товара вместе. При повышении производительности труда первого рабочего на 15%, второго на 25%, они все вместе выпустили 86 товаров. Вот, конечно, 72 и 86. Сколько товаров произведет каждый рабочий за смену, если каждый повысит свою производительность труда? Так, мы сначала вот по заданному алгоритму, вот сначала я вам показал, вот по этому алгоритму вот выполняем. Так, мы описываем переменные x1, x2 переменная. Вот товары, которые произвел первый рабочий, x2 это товары произвел второй рабочий. Найти x1 и x2. Вот здесь мы составляем уравнение. Вот в сумме вот два рабочих выполняют 72 товара. x1 плюс x2 равно 72. Если первый повысит производительность труда на 15, второй на 25, то есть 115 будет процентов, 1,15 умножить на x1 плюс 1,25 умножить на x2 будет 86. Вот по условию задачи. Мы вот приводим к системе уравнений, линейных уравнений в виде ax равно b. Далее, решение уравнения мы решаем с помощью метода подстановки. Сначала находим x1 через x2, вот 72 минус x2, и подставляем вот первое, вот, x1 равно 72 минус x2. Дальше вот второе уравнение подставляем вот это значение, тогда получается уравнение с одной переменной. 1,25 x2 плюс вот 1,15, 72 минус x2, вот, уравнение с одной переменной. Дальше подставляем и находим решение. x2 равно 32, x1 равно 72 минус 32, 40. Дальше вот проверяем условия. Вот 40 и 32. Это до повышения производительности. После повышения производительности труда мы получаем ответ вот 46 и 40. Вначале было 40 и 32, это 72 в сумме будет. А второй 46 и 40 в сумме будет 86. Все проверили. Здесь вот графическая интерпретация на языке Python. Так, вот график уравнения. Вот это x1, x2 уравнение. Вот они, точка пересечения этих двух функций, вот точка x, она имеет координаты 40 и 32. Вот эта точка является корнем уравнения. Вот это, чтобы найти вот решить это уравнение, вот я привел вот этот код.
на языке Python. Очень маленький код, очень простой. Вот здесь применяется метод, матричный метод x равно a минус b, обратной матрицы умножить на b. И сразу выводит решение. Это численный метод с помощью вот аналитического, а второй это графический метод. И здесь выводится график. Маленький код. Далее, второй пример. Найти все трехзначные натуральные числа, удовлетворяющие следующим условиям. Первое условие — это первая цифра числа в 3 раза меньше остальных двух цифр. То есть, вот первая цифра в 3 раза меньше. То есть 3 умножить на x1 равно сумма остальных с x2 минус x3. Второе условие. Разность между этим числом и числом с переставленными двумя последними цифрами делится на 81. Вот. Второе условие такое. Вот это первое число. Вот я сказал, найти все трехзначные натуральные числа. То есть 100х1 плюс 10х2 плюс х3. Вот это трехзначное, двухзначное и однозначное число вместе будет трехзначное число, натуральное число. Описывается в виде вот такого трехчлена, многочлена. Вот это первое число, разность, второе число, да? Здесь я забыл скобку. Но здесь переставлено вот вторая и третья цифра переставлены. Понятно, здесь не переставлены, здесь переставлены. И разность между ними, она делится на 81 нацело. Так, составление уравнения. По второму условию, вот находим, да, вот здесь вот переписываем. Но здесь я скобки забыл. Так, скобки ставим здесь вот и получаем такое уравнение. Такое выражение. Дальше подставляем x2 минус x3 равно 0, x2, x3 равно 9. Вот только может быть два случая, да? Первый, второй. Далее, подставляя вот это уравнение, определяем систему уравнений. 3x1, вот первое уравнение, равно x2, x3. Система уравнений. Первое условие. Второе условие, вот это первый пример. x2 минус x3 равно 0. Далее подставляем и находим решение с помощью метода подстановки. Первое число равно x1 равно 2, когда x2 будет равно x3. Это вот, если равно 0. То есть они равны, да? Эти числа равны, так как здесь вот 0. То есть при вычитании равно 0. Так, вот x2 равно x3 равно 3. Далее x2 равно x3 равно 6. При 6 тоже выполняется это условие. Далее третье условие, вот только что вот сказал, вот x2 минус x3 равно 9. То есть делится на 81, правильно? Так, вот x2 минус x3 равно 9. Вот это условие выполняется здесь. x1 равен 6, x2, x3 равно 9. Правильно, да? Вот 9. Здесь 9, здесь 9. x1 равен 6, x2, x3 равен 9. Так, подставляем и получаем решаем это уравнение. И вот эти 4 цифры, они вот, 233, 390, 466 и 699, все трехзначные числа. Далее, домашние задания. Вот, это первый вопрос. Что сложнее? Поставить задачу или ее решить? И почему? Вы сами подумайте и ответите. И это вторая задача, условие задачи. Оскар купил товар и получил 60% прибыли от продажи. Если он купит этот товар за 20 тысяч тенге и в этой цене же продаст, то он бы получил 72 тысячи тенге прибыли.
Оскар, за сколько тенге купил этот товар? Это тоже приводится к линейному алгебраическому уравнению. Так, удачи. Далее, какие книги я использую? Это вот книга Сканави, очень известный автор. Здесь сборник задач по математике для поступающих в вузы, да, технические вузы. Репетитор по математике тоже хорошая книжка. И здесь две книги казахстанские, это про ЕНТ и поступление в Назарбаевскую школу. Всего доброго, до свидания, удачного дня.